Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодня вот этот светлый такой праздничный день, он войдет в историю и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. Потому что открытие пассажирского движения на железной дороге означает, что она полностью закончена, все работы выполнены. И она может служить людям как для решения народных хозяйственных задач, так и конкретно для каждого человека, потому что обеспечивает возможность ему передвигаться по просторам нашей республики и всей нашей великой России. Обычно начало строительства этой железной дороги относят к 1985 году, когда вышло постановление правительства Советского Союза, и когда реально были начаты первые работы. Но на самом деле история вопроса насчитывает гораздо много больше лет. Поэтому можно сказать, что сегодня сбылась вековая мечта всех якутян. В 1912 году, 5 мая, вышел первый номер газеты «Правда». И там большевики критиковали царское правительство за то, что они не строят железную дорогу на Якутск. А она необходима людям, необходима для развития далекого северного края. Конечно, разные события, которые происходили в нашей стране, эпические, драматические, большие события, не позволили начать стройку, а к ней вернулись только в 80-е годы. И я должен сказать, что непосредственно толчком, конечно, послужил Малый банк, когда железная дорога пришла в БКК. Руководство республики поставило вопрос перед руководством страны о необходимости продолжения строительства дороги. Этот вопрос был решен, и мы сегодня не должны не вспомнить первый секретаря Якутского обкома партии Гаврила Иосифовича Черяева, Юрия Николаевича Прокопьева, которые пролоббировали в хорошем смысле слова это решение. Я должен сказать, что на уровне союзного правительства колоссальную поддержку этому проекту оказывал Николай Иванович Рыжков. И мы должны быть все ему благодарны. Когда наступили тяжелые 90-е годы, то надо прямо сказать, что дорога оказалась бесходной, никому не нужна. И тогда руководство Республики Саха-Якутия вынуждено было взять на себя все заботы о ней. В тех обстоятельствах невозможно было развивать быстрыми темпами строительства. Стояла задача сохранить трудовые коллективы, сберечь то, что уже сделано. Эта задача была выполнена. В ее решении принимало участие под руководством первого президента Республики Саха-Якутия Николая Ивановича Николаева, министры и заместитель председателя правительства республики Иван Данилович Черов, Владимир Михайлович Членов, Владимир Ильич Птицын, Александр Саврович Матвеев. Их трудами сохранилось то, что было сделано раньше. Начиная с 2000-х годов, особенно после уроков Ленска, после засух середины 90-х годов, правительство Республики Саха-Якутия настойчиво поставило вопрос о том, что необходимо строительство дороги. Это вопрос даже не экономической эффективности и не социальной эффективности, это вопрос жизни и смерти республики. И он был решен. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал. Мы нашли мощных союзников в лице заместителя председателя правительства России Владимира Анатольевича Яковлева, который лично возглавлял всю работу по принятию решений правительства Российской Федерации. Вышло 2 лет постановления. Здесь, в республике, непосредственно начали этой работы занимался Анатолий Николаевич Алексеев, которого сегодня уже отмечали. Министры наши, Анатолий Николаевич Крывыкин, и многие другие. Сами транспортные строители воспитали для нас великолепных руководителей, которые стали действительно лидерами делового мира республики. Это и Дмитрий Дмитриевич Трофимов, это и Александр Николаевич Дудников, это и Василий Владимирович Мохин. Благодаря общими усилиями вопрос удалось решить. Уважаемые коллеги, совершенно понятно, что нам нельзя останавливаться на этом. Экономические, геополитические, стратегические интересы России требуют положения дороги на северо-восток. Требуют освоения новых нефтегазовых провинций на востоке Якутии в Иркутской области. Поэтому я совершенно уверен, что начнутся строительство и дороги на Магадан, и дороги отсюда из Якутска на Ленск и дальше на Усть-Илим. И соединительным звеном между ними будет мост через Дукулину. Поэтому я совершенно уверен, что нам еще неоднократно придется встречаться и отмечать успехи наших транспортных строителей. Спасибо вам, в вашем лице, все это было коллективом за такую ударную работу. Новых успехов!